На границе с Крымом участники акции задержали двух мужчин, которые хвастались сотнями убитых украинцев. Алим Абдулхаиров знает подробности. Сегодня на пропускном пункте Каланчак активисты правого сектора и Айдара задержали двух подозреваемых в сепаратизме. Авто продвигалось с населенного пункта Каланчак к административной границе с Крымом. В машине нашли 5 патронов калибром 5,45. Задержанных допросили и вскоре передадут в службу безопасности Украины. Объясни, что это? Я не знаю. А кто знает? Это следы от того, что ты недавно стрелял. Это оставляют такие следы приклад. Знаешь, да, что такое приклад? Ну, я понимаю. Признались они в том, что один из них участвовал в подрыве вертолета в Антраците, то есть являлся корректировщиком, где погибло 15 людей. А другой признался в том, что он всячески содействовал сепаратистам, принимал их у себя в квартире, и так далее и тому подобное. То есть назвал позывные, имена, фамилии тех людей, с которыми он работал. Все наши мероприятия в любом случае проведены совместно с сотрудниками СБУ. Через пропускной пункт Чаплынка заехали 2 фуры с грузом на материковую часть Украины. Водители утверждают, что заехали до блокады Крыма. 19 числа я заехал. Русская таможня там по каким-то причинам то ли не хотели пускать, то ли документов у нас каких-то не хватает. То с 19 числа мы стояли на нейтральной территории. Сейчас это все. Более подробно в следующих выпусках новостей. Алим Абдулхаиров, Олег Козыгин, Заман, АТР. На границе с Крымом на пропускном пункте Чонгар задержали также военного, который изменил украинской присяге и перешел на сторону России. Видео с допроса задержанного опубликовали представители гражданского корпуса «Азов». Присягу принимал Украине. Я не изменял присяги. Не изменял? Не изменял. А паспорт что сделал новый? А за родину драться ты не пробовал? Нет, у меня здоровья нет. Ребята тоже без здоровья. Я прапорщик МЧС Украины.